44 новобранца приняли военную присягу в Министерстве обороны. В течение месяца до этого абсолютно незнакомые с воинским делом молодые люди изучали устав, учились ходить строем и разбирать автомат. Немало времени уделяется также репетиции принесения присяги. Эта торжественная церемония должна проходить по-военному идеально. Товарищ генерал-полковник, каковой габель для принятия военной присяги прибыл. В осенней призывной комиссии на сегодня у нас 58 военнослужащих призвано в ряды вооруженных сил. Конечно, эта цифра очень маленькая для нас. Это сказывается, конечно, с эпидемиологической обстановкой в республике. Также сказалось то, что в АГУ Абхазском нашем государственном университете приняли без экзаменов. Это не могло не сказаться на этой призывной комиссии. Конечно, после первой сессии это уже ложится на плечи военных комиссариатов, как они будут уже вести этот учет, контроль. И я думаю, что к весенней призывной комиссии они станут уже в строй в наши ряды. С радостью и телефонами в руках за церемонией принесения присяги наблюдают родственники новоиспеченных солдат. У Дианы Мелитян 4 детей, и сегодня на верность родине присягает средний сын. Младший пока в армию не хочет, но у него еще есть время передумать. Муж отслужил и на войне был. Старший сын отслужил. Сейчас второй. Никаких сомнений не было. Курсантам хочу пожелать здоровья, чтобы войны не было. Самое главное вот это. Со вступлением в ряды военнослужащих молодое пополнение поздравил первый заместитель министра обороны генерал-полковник Беслан Цвижба. Товарищи военнослужащие, сегодня в торжественной обстановке на плацу Министерства обороны, в присутствии ваших родных, близких, вы приняли военную присягу на верность своей родине. От вас требуется не нарушать воинскую дисциплину, беспрекословно выполнять функциональные свои обязанности и учить военное дело. Защита Отечества является священным долгом гражданина Республики Абхазия. Успехов вам в боевой и общественно-государственной подготовке! В этом году молодые люди, показавшие лучшие результаты во время курса молодого бойца, отмечены грамотами. Такое поощрение введено впервые, но будет практиковаться и впредь. В этой призывной кампании мы решили вести четкий учет личного состава. То есть каждый военнослужащий был оценен по предметам боевой подготовки. И в конце мы провели такой итог, и по всем предметам каждому военнослужащему, когда была выставлена оценка, мы решили наградить грамотами Министерства обороны, и тем самым это как бы подстегает их в дальнейшем служить еще лучше в вооруженных силах Республики Абхазия. Торжественным маршем под звуки военного оркестра новобранцы отправляются в новый этап своей жизни. Впереди у них распределение по воинским частям и 1,5 года несения службы в вооруженных силах Республики Абхазия. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.